былой польска-савецкай мяжы, основной мяжы. Яму сёння 77 гадоў, ён жыве ў Віцебску, і ён прафесійны перакладчык. І дзякуючы свайго захапленню ведалі нямецкую мову, ён пераклаў і выдаў у час ремарка «Три товарища» і Вільгельм Тель Шиллера. Выходзілі у перакладах на беларускую мову сборники немецкой поэзии, некалькі вот такое. Вот. И ён один из героев этой книжки. Нягледзячы на наш розніцу ва ўзросце, гэта 52 гады, мы з ім хотя там посябравалі, познаёміцца, посябравалі, ну и так атрымалася, што вот, он стал моим старэйшым сябрам. Вот. И адпаведна героем моих одним из первых публикаций и героем этой книжки. В 2011 году у него вышла вот такая вот книжечка, это мистерия немецкого автора на тему Чернобыля. 86 год, отбылся Чернобыль в Украине, а в 87-м выходит книга, в якой описывается не вот такая самая трагедия на территории Германии. И неглядячи на то, что книга была в 87 году, в 2003 году ее экранизовали в Германии. В русской мове называется «Хмара, як облако», и фильм має саму назву, і тільки вийшов у перекладі білоруським год тому. Але після трагедії у Японії, на Фукусима, и эта книжка пошла массово переводиться на Заходе, на Усходе, и вот миллион накладывал не повысил, бо вот эта тема радиации, трагедий атомных, она притягивает увагу все больше и больше. И эту книгу отримає человек, это будет лотерея, у которого и у кого есть номер 21. Есть? Ага. Ага. Добрый, номер 7. Затрагиваючи тему Владимира Поповича, есть такой шофер безумный, он называется Архе, он выходит невеликим накладом, и его скрываемость такая, что робит тематичные номеры. Вот этот номер был посвящен Австрии. Это значит, что тут собраны некие материалы, тексты мастацкие, публицистичные про Австрию. И вот Владимир Попович, ну таки стал перекладчиком для этого номеру новеллу Роял. Зараз. Артура Шніцлера. Так само гэта адметны актор тым, што ён быў экранізаваны ў свой час і не забыл, не помню назву фильма, але вот. Гэты атрымае чалавек з нумаром 3. До ночи будет сидеть. Только что был 21. Да? Призы, значит, писать не вдали. Просто как-то 20 сумбурно, бо я привык сидеть вот на вашем месте, присутствующие гости на презентациях, а не на своей, конечно, тому вот так все отбывается. Да, ничего страшного. Ну вот это Саша, активнейшая, разговаривающая, да? Нет, ты бачишь, что-то написано, а я после Машу расскажу. Иванович на Беларуси мацакарной картины. То не бачу его солдатом хлопчиком. Учился я в Санкт-Петербургу, как початный культурный столиц всей Российской империи, где заробил себе имя. На Киеве России он все неведомый хибо уходил на стол. Таємниця Никодима Ивановича, докладная дата его смерти и место похования. У шерогу доветников дата смерти подается под знаком питальника. Однако
на 1918 або на 1919 год. По некоторых хранится приводится конкретная дата – 21 мая. Хотя документов, які б развеяліся сумненні, нема. Есть меркование, что ён похованы на могилках у места Цинцевича. Значит, это еще один наш земляк, Виталий Курдека. Это молодой человек, который зараз живет в Санкт-Петербурге, за который год. Вот, и его семейная история заховала сведчення, что мастак Никодим Селиванович является его там неким далеким свояком. Вот, и этот молодой человек, съехавший в Питер, почав обиходити всі церкви, просувати в архівах, збирати які свідчення про його далекого продка, бо Селиванович вчився, працював у Санкт-Петербургу. Вот. Ну и дякуючи його рупливості, этого нащадка удалось шукати невідомі мозаїки Селивановича, которые пригожують православные храмы Петербурга, или сами церковнослужащие люди з музеїв при храмах не ведали, чье лице належить, не наследовали. Вот. И Виталий Курдека так само стал героем одной из моих публикаций и книжки. Вот. И зараз мы розіграємо конверт, там не гроші, але там то, що зв'язано з Сергієм Селивановичем. И открываем номер 19. Того. Да? Ну, глядите. Даже это можно. Не томи. Это репродукция картины Никодима Селивановича. Одна картина, которая заховывается в Беларуси. И она размещается на основном остатке музея. А у Костеневича это же икона одна. Ну, это образ, так, это не картина, это